Это Тандыр Медиа. Меня зовут Дмитрий. Продолжаем рассказывать о людях и событиях в Кыргызстане, как будто свободы слова стало теперь даже больше. Как обычно, желаю вам сохранять хладнокровие и самообладание. Продолжаем разбирать последствия отставки главы ГКНБ Камчибека Ташиева. Прошло всего 2 недели, но каждый день приносит новые открытия, прозрения среди чиновников, первые компроматы и отставки. Указом президента сегодня отстранены от должностей министр здравоохранения Каныбек Досмамбетов и зампред Кабинета министров Бакыт Торобаев. Слухи об этих отставках ходили несколько дней, но теперь уже точно Садыр Джапаров подписал указы. А предшествовал этой отставке очередной слив компромата, телефонного разговора, в котором Бакыт Торобаев был одним из участников, а Каныбек Досмамбетов, в прошлом глава Джалалабадского управления ГКНБ, упоминался в не очень красивом свете. Накануне в соцсетях неизвестные опубликовали прослушку разговора между действующим зампредом Кабинета министров Бакытом Торобаевым и его родственником. Обсуждали, как сын Камчибека Ташиева Таймурас вроде как захватил завод родственника Торобаева. Сегодня высокопоставленный чиновник в комментарии для BBC признал эту запись подлинной, но попросил не политизировать чисто семейную беседу, да еще и вырванную с его слов из контекста. Суть ситуации такова. Ранее Камчибек Идыршаевич, встретившись со мной, сказал: «Рядом с Барселоной, футбольная академия в Джалалабадской области, примечание редакции, у твоего брата есть земельный участок, мы хотим его купить. Помоги договориться подешевле». Поскольку я редко общаюсь с братом, чтобы уточнить этот вопрос, я обратился к своему родному брату. Говорят, у Эркина есть участок, хотят купить, можешь связать нас? Далее меня не интересовало, за какую сумму был продан участок и как проходили переговоры. Недавно я услышал разговоры о том, что часть имущества Эркина якобы была кем-то отобрана. Чтобы выяснить правду, я позвонил ему и задал лишь уточняющие вопросы. Это слышно в аудиозаписи. Разговор носил исключительно родственный характер. Никаких слов, противоречащих закону, сказано не было. Поэтому прошу не использовать мое имя в политических целях в связи с распространяемой аудиозаписью. Эта попытка оправдаться особо не помогла. В отставку все же пришлось уйти. А я кратко напомню фрагмент этой семейной беседы. Более подробно рассказывал о ней мой коллега Валерий во вчерашнем выпуске. Ошол указание берет го. Сизге чалып атам айттылы го. Ушундай болду деп. Я чалсам мындай кичинеден уруп кеттик да көз. Я ничего не смогу сделать, Не, у меня все законно, у меня сейчас все документы есть. Мен билесиз го бактыкемде законно строительство даже начинаем, когда все делаем законно. Канча эме кылышты, прокуратурага беришти, ГКНБге беришти, все проверяют. Келсең иш козгойбуз дейт, коркутат. Жаман чарчадым бактыке, чын айтайын. Давай, да, мындай кылайлык. Азыр сен мен анда доложусь тогда. Куда надо. А сен пока ни с кем не разговаривай, азыр сейчас начинает выходить сейчас. Это же, да, Каныбек Досмамбетов пришел в систему Минздрава в роли министра 1 декабря прошлого года и отработал менее 3 месяцев. Показал себя принципиальным и жестким руководителем, несмотря на полное отсутствие медицинского образования. Досмамбетов инициировал серию проверок в поисках коррупционных схем на уровне руководства медицинских организаций. И даже сам лично приходил в медучреждения с проверками. Здесь информация и департамент лекарственного обеспечения, вы не можете на алгоритм действий четкий выработать и вот этот вопрос решить. Понимаете? Онкобольной лежной ситуациясын вы можете представить, что это такое онкобольный врач, мы балларный местный ситуация. Как вот без них, их вы можете оставить без результата? Я был указание бердим на создание комиссии по деятельности именно фармации и департамента лекарственного обеспечения. Назначение Каныбека Досмамбетова на пост министра еще в декабре прошлого года комментировал глава пресс-службы президента Даир Орунбеков, особо подчеркивая, что этот человек не связан с какими-либо группами. Время показало, что такую систему человек, вышедший из нее, не сможет изменить.
потому что он вынужден защищать интересы какой-то группы или не сможет пойти на риски реформы. Поэтому есть основания сказать, что в эту отрасль пришел министр, который не допускает коррупции, не зависит от какой-либо группы, имеет волю к наведению порядка. Мы уверены, что результаты реформы, основанной на порядке, народ скоро почувствует сам. Космамбетова хвалили и в сообществе врачей, но это тоже не спасло от отставки. Да, к примеру, ожского бывшего мэра Дженишбека Токторбаева тоже хвалили и за фантастическую работоспособность, и за непреклонность в реализации решений, и за все преобразования в городе. Но когда идет такая зачистка политического поля, на уровень профессионализма и служебное рвение особо не смотрят. Впрочем, и в биографии Канабека Досмамбетова была сомнительная публичная история. В 2021 году его заподозрили в крышевании подпольных казино. Об этом со ссылкой на источники сообщало тогда издание «Кактус Медиа». Канабек Досмамбетов в то время возглавлял 6-е управление ГКНБ. После этой истории был уволен вместе с 5 другими сотрудниками, хотя позже вернулся на работу в контору. В ГКНБ тогда заверяли, что история с казино не соответствует реальности. Глава независимого профсоюза врачей Бермет Барыктабасова сегодня вечером, уже после отставки министра, выступила в его поддержку. Друзья, у нас опять тревожные новости. Только что вот со всех сторон коллеги звонят и прям вот чуть не плачут, что убрали Досмамбетова, этого министра. Знаете, вот положа руку на сердце, да, строгие, да, серьезные, но такие качества нам нужны. Нам нужны силы, чтобы решить все проблемы в секторе. Он огромные задачи поставил, государственной важности, государственного значения. Мы впервые сталкиваемся с такими серьезными намерениями. Никогда в системе здравоохранения не хватало у руководящих должностей, у руководящих чиновников, никогда не хватало столько сил, столько намерений, столько больших задач. Сейчас сектор погибает. Мы можем четко сказать, что сектор погибает, потому что захват государства происходит. Захват государства в лекарственной сфере, в лабораторной службе. Огромные направления медицины в страшном упадке, обнищании и деградации. Что касается уволенного зампреда Кабмина, он же уволенный министр сельского хозяйства Бакыт Торобаев, то, как выразился мой коллега-журналист Константин Конкин, пытались сделать материал, чем запомнился, потом решили, что ничем. Кстати, наши зрители, сельхозпроизводители, пишите в комментариях, насколько успешным или безуспешным был Бакыт Торобаев на посту министра сельского хозяйства. Интересно почитать ваше мнение. А вот мнение автора телеграм-канала «Большой Чуйский», известного своими инсайдерскими данными. Какие конкретно к нему были претензии, не вполне понятно. Он на своем месте не добился больших успехов. Рост по сельскому хозяйству за прошлый год в 2% не особенно впечатлял, а по растениеводству вообще был около нуля, как объяснили, из-за засухи. Но правда и провалов при нем не было. Почему-то все комментаторы упирают на опубликованный кем-то подслушанный разговор с племянником, который ему жаловался на Таймураса Ташиева, который у него якобы отрейдил землю и предприятие. Но нам тут логическая связь вообще непонятна. Ну поговорил и что? В чем его нарушение? Бред какой-то. Вместо Бакыта Торобаева на пост зампреда Кабмина и главы Минсельхоза исполняющим обязанности назначен Эрлист Акунбеков, а исполнять обязанности министра здравоохранения будет Дамирбек Осмонов. Президент Садыр Джапаров вынес их кандидатуры на согласование с Джугурку Кенешем. Анализируя сегодняшнее событие и предшествующие новости, можем сразу сделать вывод, который, в общем-то, лежит на поверхности. Из системы госуправления, из Джугурку Кенеша убирают кадры Камчыбека Ташиева. Это понятно. Интересно то, что они все-таки сопротивляются. Но против лома нет приема. Поэтому те, кто сопротивляются, уходят тоже, но со скандалом или после кулуарных переговоров с предъявлением компромата. Тот же мэр Аша Дженишбек Токторбаев уверял, что продолжит работать, и на следующий день слетел с должности. Правда, он не стал доводить до огласки реальную причину, почему он передумал. Возможно, компромат был предъявлен ему кулуарно. Или вот депутат Сулайманов. Он уверенно заявлял, что не сложит мандат, но после публикации прослушки телефонного разговора все же ушел из парламента.
Интересно и то, что зачистка еще явно не завершена. Кто, по вашему мнению, будет следующим, пишите в комментариях. Между строк еще раз подчеркну, сам Камчебек Ташиев, выехавший за границу, хранит стабильное молчание, пока его друг Садыр Джапаров орудует ломом, разрушая построенную Ташиевым структуру власти. Сам президент уверяет, что дружба в силе и что друг все поймет и даже поблагодарит когда-нибудь позже. А если дружба в силе, то подарки отнимать нельзя. Город Манас переименовывать обратно в Джалалабад не будут. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов. Распространяемая в социальных сетях информация о том, что город Манас в Джалалабадской области якобы вернет свое прежнее название, не соответствует действительности. Вопрос о переименовании города Манас не рассматривался и рассматриваться не будет. Город сохранит свое нынешнее название Манас. Напомню, указ президента Садыра Джапарова о переименовании города Джалалабад в город Манас вступил в силу 27 ноября 2025 года. Это день рождения Камчебека Ташиева. Местные депутаты настолько расчувствовались от этого факта, что решили именно в этот день отныне отмечать День города. Очередную порцию разоблачений выбросил экс-депутат парламента, бывший глава налоговой службы Осмон Турдумамбетов. На своей странице в Facebook он выложил обращение к избирателям. В нем он требует отменить итоги выборов в Джугурку-Кенеш по округу номер 14 и назначить новое голосование, так как, по его словам, его силой заставили отказаться от участия в выборах по этому округу. Турдумамбетов подчеркивает, что в ноябре прошлого года подал необходимые документы в ЦИК, заплатил залог в 300 тысяч сомов и уже начал было агитировать, однако произошло непредвиденное. 2 ноября, когда я сам направлялся в Токтагул для участия в выборах, в городе Карабалтан меня остановили сотрудники ГКНБ, доставили в Бишкек и под давлением отвезли в Центральную избирательную комиссию, где вынудили написать заявление о том, что я по собственному желанию отказываюсь от участия в выборах. После этого сотрудники ГКНБ строго предупредили меня не публиковать ничего в Facebook, Instagram и других социальных сетях. Поэтому, видя намерение оказывать давление на моих сторонников и агитаторов, вплоть до возможных задержаний, и понимая, что в тот момент добиться справедливости не удастся, я стиснул зубы и решил ждать, надеясь, что правда все равно откроется и станет ясно, кто организовал и реализовал эти действия. Похоже, этот день настал. Турдумамбетов добавляет, что написал обращение к президенту Садыру Джапарову и заявление в Генеральную прокуратуру. Кстати, по его словам, таким же образом заставили отказаться от участия в выборах кандидата Замира Мамасадыкова. В итоге по 14-му округу победил Болотбек Барбиев, кстати, член партии Атаджурт и брат певца Бека Барбиева. Второе место взял Кундузбек Сулайманов, он сейчас сдал мандат после скандала с прослушкой. И третье место у бывшего члена ЦИК предпринимательницы Гульшаркан Култаевой. Тем временем чиновники на местах продолжают прозревать. На прошлой неделе прозрел мэр Бишкека, который вдруг увидел, что Нариман Тюлеев построил на месте уничтоженного исторического фонтана и потребовал это снести. Сегодня прозрел глава муниципальной инспекции Бишкека Мирлан Талайбеков, который тоже вдруг увидел, как компания Beta Stories полностью закрыла тротуар на улице Исанова. Перекрыла уже много месяцев назад, заставив прохожих ходить по проезжей части. Но чиновники заметили это только сейчас. Все это было очень эпично. Надо сносить ее, убрать тогда. Сейчас у Кызыга Айтау. Здесь стоит светофор. Это улица Киевская Исанова. Они взяли и просто закрыли. Это раз. Во-вторых, есть второе нарушение. Они закрыли весь тротуар, да? Также каким-то образом этот знак стоял раньше, я думаю, правильно, но его они переварили и ставили таким образом. Третья и самая глобальная ошибка, и ребята сюда все поломали туда. Вода на той стороне скапливается, а вода сюда должна проходить на самом деле. Вот там она скапливается и некуда проехать. Макинеси Калисмаавани. Они на турецком пишут, но на кыргызском нету, да? Хотя в первую очередь они должны были на кыргызском языке поставить, правильно? Но это же никаким стандартам не подходит. Вот здесь светофор стоит, видели, да? Вы светофор закрыли. Ну, сейчас мы выйдем, мы вам покажем. Не снаружи, который, а прям внутри стоит. Здесь есть пешеходный переход. Когда вы идете по Киевской,
сторону Исана спускаетесь. Вот здесь он прям идет. Пешеход должен спускаться вот сюда. Там есть с той стороны бордюр. Видели, да, наверное? Вот здесь тротуар. Там бордюр. Теперь смотрите, ладно, я вас понял. Это раз. Котлованную работу вы видите, где проходит? Котлованную работу мы видим. Если проходила бы здесь тротуар, это опасная зона. Вот сейчас поэтому приедет таким, мы сейчас разбираться будем. Каким это образом мы сейчас тротуар закрыли. Протоколы выписываете, экипаж выставляете, пусть ровно месяц дежурит этот квадрат. Неприятный инцидент произошел и в ходе проверки. Представитель компании Beta Stories попытался выхватить телефон у инспектора. Там я помыл отправлю. Да пускай снимает. Что вы снимаете? Ты что забираете? Вот у нас снимает. Өзінің жеке телефон чухлап, қарап смс-ке жауап берсе, сізге телефон жуқылдап, қызы жуқылдатқан тура емес, да? Тротуар с той стороны получается. Вон ничего, он забор наржали. Они прям закрыли, за линию вышли, да? Здесь парковка должна была быть. А, там тротуар еще этот идет. Су яқтан ағып тұрбай ғой. Су үстіне емес жатпай берді. Ирригация тоже. Ирригация вон он там стоит, видишь? Она вот здесь идет. Он они его даже закрыли. Ну и к вечеру сегодняшнего дня незаконное ограждение на тротуаре снесено, конечно же, не было. Вот кадры оттуда. Как до сих пор не снесена уродливая металлическая клетка в 3 этажа, построенная на месте фонтана возле ЦУМа. Ее мэр Бишкека Айбек Джанушалиев требовал убрать за 3 дня. Требовал еще в прошлый четверг. Сегодня уже 5-й день подходит к концу. Работы по демонтажу ведутся, но крайне вяло. За 5 дней убрали только металлические листы перекрытия верхнего этажа. К другим темам. Сотрудник милиции из УВД Ленинского района жестоко избил подозреваемого в мелком хулиганстве. Правоохранителя задержали сотрудники ГКНБ. Избитый госпитализирован, ему назначили стационарное лечение. Диагноз врачей – закрытая черепно-мозговая травма, спиннопозвоночная травма с переломами. Задержанный лейтенант милиции помещен в СИЗО ГКНБ. А в городе Манас задержали молодого пользователя соцсетей, который опубликовал в Инстаграм провокационное по версии ГКНБ видео. С ним провели разъяснительно-профилактическую беседу и после отпустили, сообщил пресс-центр ГКНБ. В ролике указанный молодой человек эмоционально рассуждал о накаляющейся политической ситуации и намекал на возможное межрегиональное противостояние. Пообещал больше так не делать. И я рекомендую в комментариях воздерживаться от разжигания какого-либо вида вражды. Такие комментарии будем удалять, как несоответствующие законодательству Кыргызской Республики. Теперь насчет свободы слова. Те, кто думает, что ее стало больше, скорее всего, погорячились. Дизайнера Эрниса Джейнтаева приговорили к 6 годам лишения свободы за его публикации в соцсетях. Решение это принял еще 13 февраля Первомайский районный суд Бишкека, сообщил адвокат Нурбек Сыдыков.
Эрнест Джейнтаев был задержан в ноябре прошлого года. В отношении него было возбуждено дело по статье «Призывы к массовым беспорядкам», а также изготовление, распространение, перевозка или пересылка экстремистских материалов. Мы связались с адвокатом Нурбеком Сыдыковым и узнали подробности. К нам обратились родственники уже после приговора суда, буквально на днях, и указали, что Эрнест Джейнтаев осужден к 6 годам лишения свободы Первомайским районным судом города Бишкек за свои посты в социальных сетях, в Фейсбуке. Мы просмотрели его публикации. В основном это критика в адрес должностных лиц, государственных органов, высказаны его позиции. Со стороны защиты хотелось бы отметить, что в его публикациях мы не видим какого-либо призыва к насилию, да, к погромам, поджогам и так далее, что должно быть вообще в призывах к массовым беспорядкам. Да? То есть это должно быть конкретные такие реальные призывы к совершению противоправных действий. Мы такого, конечно, не увидели в его публикациях. Есть в основном это критика, выражение своей позиции. В ходе судебного разбирательства сторона защиты привлекла независимого эксперта. И независимый эксперт, лингвист, доктор филологических наук указала на то, что в этих публикациях вообще нет призыва к противоправным действиям. Несмотря на это, вот мы сегодня имеем обвинительный приговор. Тарифы на электричество в Кыргызстане вырастут с 1 мая на 33 тыйна. Об этом сегодня сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев и напомнил, что тарифы будут плавно повышаться вплоть до 2030 года. Каждый год на сумму от 33 тыйнов за киловатт-час до 57 тыйнов. В итоге в 2030 году 1 киловатт-час будет стоить 3 сома 41 тыйн. И только тогда стоимость электроэнергии для населения сравняется с себестоимостью выработки, считает министр Ибраев. И напоследок бантик. Кыргызстанский блогер Степан Джаратман установил предупреждающую табличку возле камня с древним петроглифом на Иссык-Куле, прямо возле забора строящегося или не строящегося города Осман. По его словам, камень с петроглифом использовали в качестве отхожего места. И это вот камень огромный с древним петроглифом. А вот здесь вот город строится. Вот новый город строится. Прям рядом вот с этим камнем. Смотрите, просто помойка сюда в туалет ходят. Меня туристы позавчера сюда привели. Показали, что на древнем вообще петроглифе, древнем камне, вот просто помойка, здесь устроили туалет. Я сегодня напечатал вот такой вот знак. Все уберу и поставим табличку. Вот это надо сохранять. Ну все, вот, друзья, 5 минут времени. Вот это я сделал сегодня вот утром. Вот это место надо охранять. Меня сюда привели туристы, и мне было стыдно. Хоть я даже и не с Кыргызстана, но я уже себя ассоциирую как местный. Я сам сюда буду приводить туристов. Пакет мусора. Сейчас мы его в ПМК унесем, на мусорку выкинем. И еще из хорошего. Весенние каникулы для школьников продлены со 2 по 7 марта. Об этом у себя на странице в Facebook написала министр просвещения Дугдургуль Киндербаева. Решение продлить каникулы принято с учетом обращения родителей и учителей. Еще бы! Изначально каникулы планировались только на 1 день, плюс 2 законных выходных. К счастью, разум возобладал. У меня на сегодня все. Обязательно посмотрите наш выпуск на кыргызском языке с перизацией Бурхан. Подписаться на кыргызскоязычный канал Тандыра можно по ссылке в описании к этому выпуску. Берегите себя и свои нервы. Всем вам добра!